Площадь Победы в Бишкеке превратилась в центр меда и цветов. Десятки пчеловодов, а также цветоводов на протяжении 20 дней ждут своих покупателей. Здесь можно встретить как комнатные растения, так и садовые. Удобрения для растений, оригинальные горшки, садовые фигурки и не только. Екатерина Самушкина еще с детства полюбила комнатные и садовые цветы. В этом году исполнится 30 лет, как она занимается этим делом. Можно сказать, что женщина-цветовод по наследству, так как этим занятием занимались ее родители. Фиалки, стрептокарпусы, фуксии, орхидеи и еще десятки видов экзотических и необычных цветов есть в ее коллекции. По словам цветовода, выращивать цветы – это не только большой труд и релаксация, но и риск. Привозим новые растения, они акклиматизируются, смотрим, как они будут у нас расти, не будут, а уже потом с этого делаем выводы. Оставляем или как без этого никак. Все равно ты работаешь с растением, он не говорит, но он то, что он растет, это уже само за себя говорит, что он нравится ему. На этой ярмарке собрались только истинные цветоводы, которые могут не только подсказать вам, какой цветок выбрать для вашего дома или офиса, исходя от вашего темперамента, но и подробно расскажут, как ухаживать и как подкармливать вашу покупку. По словам цветоводов, не все привезенные цветы могут ужиться в наших климатических условиях, и поэтому советуют начинающим цветоводам или обычным любителям не заказывать их через интернет. На ярмарке участвует больше 10 участников. Это сообщество именно цветоводов города Бишкека, которые занимаются именно своим выращиванием растений. Это не продавцы, которые купи-продай, а именно те, кто сами занимаются, выращивают и украшают наш город. Также обычно у всех стаж более 10 лет. На данный момент среди молодежи, если брать, потому что тоже разная категория, молодежь увлекается суккулентами, различными видами, там и эхиверии, и красулы различные. Сейчас, допустим, чтобы показать. Это одна из эхиверий, но это самое большое растение. Обычно берут такие маленькие, составляют композиции из них. Во второй части ярмарки обустроились опытные пчеловоды, приехавшие из горных районов страны, в частности из Джалабадской, Иссыкульской и Нарынской областей. По словам пасечников, именно эти районы славятся своим душистым и, самое важное, натуральным и полным витаминами медом. Кроме этого, пчеловоды на ярмарке продавали не только мед разного вида, но также прополис и свечи из натурального воска, пиргу, или, как ее еще называют, пчелиный хлеб. Здесь травы, которые растут высоко в горах. Это 1600 над уровнем моря. Собирается мед. Здесь зайчья капуста, потом верблюжья колючка. А так, в принципе, химический состав меда одинаковый, потому что его делает пчела. У нее стандарт качества. Это облепиха с медом. Это вы уже ее перемешиваете? Да, свежий сок облепихи перемешиваем с медом. Мед – хороший консервант. Он сохраняет все свойства облепихи. Отметим, что осенняя ярмарка цветов и меда продлится до 30 сентября. Поэтому, если вы хотите приобрести настоящий мед или экзотические цветы с профессиональной консультацией о покупке, то успейте ее посетить. Айдаматбекова, Гульчара Казымхулов, Нью ТВ.